Министр иностранных дел Сираджидин Мухридин в ходе отчетной пресс-конференции прокомментировал статьи китайских СМИ, которые рассматривают часть территории Таджикистана как историческое достояние Китая. Министерство иностранных дел Республики Таджикистан в Душанбе. Он сказал, что в этом направлении проделана необходимая работа, и Министерство иностранных дел направило в Китай ноту. Сираджидин Мухридин добавил, что таджикские дипломаты встречались со своими китайскими коллегами, а также с руководством СМИ, опубликовавшим статью. В результате статья со спорными выводами была удалена с сайта. По сообщению главы МИД, китайские власти после недовольства таджикской стороны заявили, что подобные материалы были опубликованы в негосударственных СМИ и никоим образом не отображают официальную позицию Пекина. У нас очень хорошее сотрудничество с китайскими властями, и они немедленно реагируют на запросы таджикской стороны, отметил Сираджидин Мухридин. Министр иностранных дел Таджикистана акцентировал внимание на том, что в Китае работает множество активных негосударственных СМИ, часть которых публикует непроверенную информацию, а также статьи, не отражающие официальную позицию Китая. МИД Таджикистана упрекнул Россию за высказывание Лаврова о границе с Кыргызстаном. Напомним, напряжение возникло из-за статьи Таджикистан инициировал передачу Китаю его земель, и потерянные горы Памира были возвращены истинному хозяину, которая стала популярной в Китае в июле 2020 года. Речь в статье шла о передаче КНР 1158 квадратных километров в 2011 году в обмен на финансовую помощь. На первых же переговорах, посвященных этой публикации, Таджикистан и Китай выразили единое мнение о недопущении публикации подобных материалов в СМИ. Как вы думаете, чьи это земли? Кому принадлежат? Китаю или Таджикистану? Пишите свое мнение в комментарии.